Пятый юбилейный международный турнир по баскетболу среди ветеранов в этом году посвящен памяти двух видных фигур спортивного мира республики. Заслуженного тренера и мастера спорта по баскетболу Станислава Сущенко и экс-председателя Госкомспорта, заслуженного тренера по конному спорту Абхазии, первого президента Национального олимпийского комитета Валерия Барциц. В этом году мы собрали огромное количество команд, 4 женские команды и 6 мужских команд. Мы думаем, что турнир получится, потому что приехали команды с Новосибирска, Ростова, Волгограда, Тюмени, Ульяновска, Краснодара, Таганрога, Ставрополя, и наши команды, где мы сейчас хотим показать свой класс, что мы старики живы, здоровы, что на нас рано еще списывать, как говорится. Так получается, что как будто мы с этого зала не уходим. Постоянно спортивные соревнования, особенно баскетбольные. Вот сейчас очередной международный турнир, посвященный очень знаменитым людям. Это Валерий Чинчорович Барциц, он был председателем Государственного комитета еще в советское время, потом президентом, председателем комитета и так далее. И Сущенко, который создавал, старший Сущенко, который создавал этот баскетбол, являлся очень таким хорошим тренером. И сегодня в их честь проводится вот этот международный турнир. В международном турнире принимают участие как мужские, так и женские команды настоящих ветеранов спорта. Среди них и заслуженные тренеры, и мастера спорта, и многократные чемпионы различных турниров и соревнований. За призовые места борются представители ряда российских городов, от Новосибирска до Ульяновска, и, конечно, абхазские команды. Команды будут играть по круговой системе, и будет выбрана самая лучшая команда. Первые 3 команды будут награждаться кубками, медалями, призами, лучших игроков, подарками. Программа очень обширная. Значимость проведения подобных турниров переоценить сложно, отметил Сергей Сущенко. Ведь памятные спортивные мероприятия помогают не только сохранить память о выдающихся соотечественниках, тех, кто создавал историю, но и привить подрастающему поколению страсть и любовь к спорту. Валерий Чинчорович мой отец, они близкие друзья, и с молодости, еще со студенческих лет, как дружили, так получилось, что они ушли в одно время, в одном месяце, и отношения наши были к ним очень привязательны, потому что, тем более, Валерий Чинчорович являлся первым президентом Республики Абхазия Олимпийского комитета, который возглавлял, который организовывал соревнования. Мой отец был заслуженным тренером Республики Абхазия, чемпион Грузии, Абхазии, участвовал в чемпионатах многих стран. И их заслуги должны быть оценены по достоинству, потому что память их должна быть возрождаться у молодежи. Как президент Олимпийского комитета, конечно, я должен пропагандировать олимпийские виды спорта. Но в Абхазии сегодня я пропагандирую все виды спорта, потому что есть 2 структуры в стране, допустим, в Абхазии если взять, это культура и спорт, которые всегда показывают лицо государства. То есть мы обязательно должны показывать себя на разных турнирах. Для многих баскетболистов этот турнир далеко не первый, однако важность его остается неизменной. Все команды нацелены бороться за победу до последнего, как того и требует воистину спортивный дух. Это вообще очень классно, то, что это происходит, это международный турнир. Большое спасибо Сергею Сущенко, что пригласил нас. Мы будем всегда приезжать. Очень рады приехать в Республику Абхазия. Нам всегда здесь рады. Гостеприимство просто на высшем уровне. Поэтому мы хотим приезжать сюда не раз еще. Все ребята, которые приехали, мы не 1 год уже знакомы. Мы общаемся, дружим. И я думаю, популяризация данного вида спорта на территории Республики Абхазия очень полезна для младшего поколения, видя, что сегодня старшие их друзья, братья, отцы, когда играют, когда занимаются спортом, я думаю, это большая популяризация и большая мотивация для детей, для того, чтобы заниматься здоровым образом жизни. Открытие турнира выдалось ярким и красочным. Танцы, улыбки, приветственные речи, торжественные клятвы. Открыл турнир внук Станислава Сущенко Георгий, а символичный бросок принадлежал его правнуку. На паркет первыми вышли женские команды из Тюмени и Краснодара. Награждение и подведение итогов 5-го международного турнира по баскетболу среди ветеранов состоится
12 октября. Организаторами соревнования в этом году являются в первую очередь семья Станислава Сущенко, Государственный комитет по делам молодежи и спорту и ряд частных компаний. Рада Чачава, Евгений Сильченко, Абаза ТВ.